В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Еще 97 заболевших. Ситуация с коронавирусом остается напряженной как в столице Якутии, так и в ряде районов. Водные полицейские Якутии будут патрулировать водные объекты на новом катере. Впервые за 10 лет первые шаги по очистке несанкционированных свалок сделали в Кысыл-Сыре. Начнем выпуск со статистики по коронавирусу в Якутии. Общее число случаев COVID-19 в республике уверенно приближается к 3,5 тысячи. За минувшие сутки в регионе выявили 97 заболевших. В столице региона по-прежнему больше всего инфицированных – 68 человек. Напряженной остается ситуация и в районах республики. Как стало известно, в Нюрнгринском районе COVID-19 заболел глава Виктор Станиловский. Сейчас он госпитализирован, но находится на постоянной связи с правительством региона. Замруководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина во время брифинга обратила внимание на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Нюрнгре. В Нюрнгре, соответственно, есть определенного рода группа, которая у нас не характеризуется ни семейными, ни корпоративными, не является ни семейным, ни корпоративным очагом. Выясняется ситуация, откуда у нас появился первый заболевший. Но на настоящий момент по Нюрнгре проводится весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий для того, чтобы так же, как и ранее, по Нюрнгре всегда работа проводилась очень четко, заблокировать непосредственно и сам очаг коронавирусной инфекции. Мы определились и главным врачом Нюрнбергской центральной районной больницы по состоянию больных. Главный врач будет выходить и постоянно давать непосредственную информацию. Проект «Облачная поликлиника» стартовал в Нюрнгре. С помощью этого приложения медики будут контролировать самочувствие граждан, находящихся на обязательной самоизоляции, а в дальнейшем и людей, состоящих на диспансерном учете. Подробности далее. Сервис, предоставляемый приложением, оказался весьма удобным. В Нюрнгринской ЦРБ уже проведены 4 дистанционные телемедицинские консультации по типу врач-пациент. На данный момент зарегистрировано около 40 пользователей. Сервис дает возможность дистанционно консультироваться с врачом, минимизируя личные контакты. Достаточно скачать мобильное приложение себе, установить его себе в телефон, либо выйти через персональный компьютер. Ежедневно пациент отмечает там свое местонахождение, отмечает, что он находится дома и заполняет дневник здоровья. Отмечает там свои симптомы, температуру, пульс. По состоянию здоровья либо возникают какие-то вопросы о соблюдении режима самоизоляции, то пациент может записаться через это приложение на телемедицинскую консультацию. Данный сервис существенно облегчил в первую очередь работу врачей и Роспотребнадзора, поскольку все данные о пациентах зафиксированы электронно. При этом карта пациента, результаты анализов и обследований сохраняются в медицинской информационной системе, что удобно как для врачей, так и для пациентов. Приложение можно и в телефоне использовать, и на компьютере использовать. Если можно через госуслуги зайти, если ты зарегистрирован. Можно также пройти через номер телефона. Все доступно, все предельно ясно. Записываешься на прием к врачу, приходит СМС-оповещение о том, что во сколько и когда с тобой свяжется врач. И все, и они потом перезванивают. Очень удобно, в поликлинику ходить не нужно, в очередях стоять тоже, что сейчас немаловажно в такой ситуации. Также в ближайшее время в программу будут внесены данные для использования пациентами на бесплатном льготном обеспечении. Любой пациент может, зарегистрировавшись в данной программе, оставить заявку на выписку бесплатных лекарственных препаратов. Для лиц старше 60 лет данная программа будет также достаточно очень удобна в использовании, потому что очень много возникает вопросов именно к лечащим врачам, которые не требуют посещения медицинской организации. Также приложение дает не только возможность консультироваться с врачами удаленно, но и открывать и закрывать больничный лист. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нюрнгре.
Якутяне смогут озвучить идеи и предложения по восстановлению экономики республики после пандемии коронавируса. Сбор предложений будет проходить на обновленном портале проекта «Якутия.клик» при поддержке правительства Якутии. Как отметил руководитель проекта Иван Степанов, важно собрать мнение максимально широкого круга лиц, которые могут поделиться своими наблюдениями в той или иной области, предложить конкретные и перспективные идеи. Ранее глава республики Айсен Николаев в ходе выступления на заседании Ленского клуба отметил необходимость консолидации власти и общества для восстановления региональной экономики от последствий пандемии. 21 июня свой профессиональный праздник отметят медицинские работники. Именно они сейчас на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Поздравления и подарки уже получили медики Чурапчинского района. К слову, поздравить может каждый. В стране запущен флешмоб «Спасибо врачам». Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано «Спасибо врачам». В настоящее время в Чурапчинском районе в инфекционном стационаре работает 19 медицинских работников. Благодарим за то, что наши врачи, наши работники здравоохранения Чурапчинского района в период пандемии очень хорошо работают во благо улучшения состояния здоровья заболевших, а также насчет профилактики. В дальнейшем вместе мы победили этот коронавирус, пандемию, и чтобы все было прекрасно, и мы возвратились в обычный режим. 7 районов Якутии полностью готовы к проведению безопасного голосования по поправкам в Конституцию. Полностью укомплектованные средствами защиты Абыйский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Момский, Нижнеколымский районы. Остальные будут полностью обеспечены всем необходимым до 25 июня. Ранее мы рассказывали, что первыми в республике проголосовали в Булунском и Эвенно-Бытантайском районах. Напомню, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. В Якутии будет работать около 800 участков, которые оснастят средствами защиты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Новый мощный катер приобрела Государственная инспекция по маломерным судам. Торжественная церемония спуска судна на воду состоялась на причале ГИМСа в рамках осмотра готовности сил и средств инспекции и 36-летия создания ведомства. Новое судно оборудовано всем необходимым, имеет мощность 300 лошадиных сил и разгоняет скорость до 60 км в час. Как отметили в ведомстве, новый катер поможет работать водным полицейским 24 часа в сутки, причем в любую погоду. Данный катер к нам поступил в 2018 и 2019 году. Это новый катер, спроектирован специально для целей и задач МЧС России. Его особые черты – то, что у него повышенная морепроходность и повышенная маневренность. У него два двигателя по 150 лошадиных сил, что позволяет ему быстро и высокоэффективно развивать скорость. Он оборудован системой видеонаблюдения, системой ГЛОНАСС, системой мониторинга воды и водной среды. Он семиместный, он дальноходкий, запас топлива у него хватает почти на 100 километров, что позволяет оперативно и в любой момент переместиться в любое время, в любую местность, где требуется его помощь, грубо говоря. Имеет радиооборудование, освещение, соответственно, приборная панель у него есть. В целом, это одна из лучших техник, которая у нас есть сейчас на вооружении. В Мирном участились кражи двухколесных. За последние 3 месяца в алмазной столице воры похитили 8 велосипедов. Как уберечь свой транспорт, расскажет Анна Винокурова. Был велосипед и нет велосипеда. Каждый год примерно 2 десятка жителей Алмазного региона лишаются своих двухколесных. А у жителей Мирного минимум 2 раза в месяц похитители угоняют любимое средство передвижения. Злоумышленники неразборчивы. Их привлекают как дорогие профессиональные, так и самые простые. Если в крупных населенных пунктах найти злоумышленников удается не всегда, то в Мирном такие преступления раскрывают почти в 100% случаев. Город маленький, но на это уходит время и нервы. Кражи двухколесных можно избежать. Первое и самое надежное правило – это не оставляйте велосипед без присмотра. То, что плохо лежит, можно легко унести. Но если все же байк приходится оставлять, то прикрепляйте его надежным велозамком.
Ограждение перила подойдет все, но обязательно убедитесь в надежности конструкции. И никогда не пристегивайте заемные детали. Даже без седла или колеса ваш велосипед может понравиться угонщикам. Сфотографируйте серийный номер рамы, также сам байк целиком в профиль. Ведь в случае кражи они значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства вашей собственности. Но все же единственный способ защиты от кражи – это хранить велосипед у себя в квартире или дома. Помните, что стопроцентной гарантии от угонщиков не существует, но можно снизить риски, соблюдая эти простые правила. Анна Винокурова, Роман Ларин, Александр Славов, телеканал «Алмазный край». Более 2000 медицинских и других работников в Якутии, которые оказывают помощь больным с COVID-19, получили выплаты в неполном объеме. Прокуратура Якутии провела проверку и внесла в адрес правительства республики представление. Меры были приняты незамедлительно. Для восстановления прав медицинских и других работников из резервного фонда выделено около 100 миллионов рублей. Установлено, что в 12 городах и районах республики медицинским и иным работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, стимулирующие федеральные выплаты выплачены с применением заниженного районного коэффициента. В целях соблюдения прав врачей, среднего и младшего медицинского персонала, других лиц, работающих в медицинских организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, прокуратура внесла в адрес правительства республики представление. По результатам его рассмотрения при активном участии заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Балабкиной Ольги Валерьевны правительством республики приняты незамедлительные меры для обеспечения софинансирования федеральных выплат. В поселке Кызылсыр впервые за последние 10 лет сделали первые шаги по очистке несанкционированных свалок. Проблема наболевшая. Как прошел масштабный субботник, в материале Анны Васильевой. На территории Кызылсыра были обнаружены несколько захоронений мусора. В связи с этим работа по очистке территорий от несанкционированных свалок в эти дни развернулась по всему поселку Кызылсыр. Хочется отметить, что население не понимает всей важности этой проблемы. Весь лес по дороге к этой свалке просто загажен. Нету ни одного, наверное, кусочка, на котором раньше жители собирали грибы, ягоды. Разговариваем с жителями, они жалуются на то, что мусор появляется. Но хочется напомнить жителям о том, что мусор появляется не от чего-то и не прилетает из космоса. Мусор появляется от самих жителей, которые не довозят до свалки, либо вообще поступают просто наглым образом. Буквально вчера, проезжая здесь, вот кузова вот этой машины здесь не было. Сегодня мы с вами едем и видим, что вчера или ночью сегодня затащили и бросили в лесную зону. В связи с сложившейся ситуацией администрация поселка совместно с силами крупных предприятий, которые работают на территории Кызылсыра, в эти дни организовали санитарную очистку. Тем самым внесли неоценимый вклад экологической обстановки не только поселка, но и всего района. Как мы знаем, Кызылсыр основывался как производственная промышленная площадка в центре республики для развития исследования всего региона. То есть нефтяных и газовых месторождений, других месторождений полезных ископаемых. И промышленная площадка центральная была на территории поселка Кызылсыр. За все эти годы накопившегося промышленного мусора огромное количество. Кызылсыр – центр газовой промышленности республики. В этом поселке на протяжении 65 лет добывается газ. Поэтому местные жители и власти хотят, чтобы хоть какое-то внимание уделялось к сложившейся проблеме. Ведь без федерального и регионального финансирования местными силами справиться с грудой мусора и металлолома невозможно. Анна Васильева, Никентий Колесов, НВК «Саха», Вилюйск. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.